Согласно законам Кыргызской Республики, запрещается курение во всех закрытых помещениях и в общественных местах. В целях защиты здоровья граждан от воздействия табака и никотина запрещается реклама и стимулирование продажи табака, табачной продукции, потребления табака, табачных и никотиносодержащих изделий, изделий с нагреваемым табаком, систем для нагревания табака, включая электронные сигареты. Однако требования закона соблюдают не все предприниматели, которые занимаются продажей вредной продукции. Во многих торговых точках можно без труда найти и приобрести табачную продукцию, в том числе электронные сигареты. Несмотря на это, в стране, как и во всем мире, помимо роста числа курильщиков, неуклонно молодеет их возраст. Я учусь в 9 классе. У нас в классе примерно 10% из них курят. Они могут курить во дворе, либо в туалете на перемене. Акыркы убакытта Кыргызстанда электрондук тамеки, вейп жана мини кальяндар өтө популярдуу болуп, мода айланып турган кези. Өлкөбүздүн ар бир дүкөнүндө ачык жана сатып алуу үчүн жеткиликтүү болгону тастыкталган. Ошондон улам мен сиздердин көңүлүңүздөрдү вейпке бургум келет. Себеби биздин жаш муундар, тагыраак айтканда мектеп окуучулары кыянаттык менен колдонуп келишет. Айта турчу нерсе, вейп адам баласынын ден соолугуна өтө терс таасир этет. Ошондон улам жаштардын арасында изилдөө жүргүздүк. Здравствуйте. У вас есть вака или... Ваки у нас ничего. Так? Ваки нет, вот вак. Какие у вас есть? Спрингер, бары, они все 2%. Маска не может взять? Сколько несет? 250. 200. Сколько? 250. 250. Можно маска? Какие есть? Ягоды микс, с молоком арбуз, салат черника малина с молоком, алоэ виноград, манго с молоком. Давайте сочный арбуз. 2%. Как? С распберри. Не, подарок. Все. До свидания. Учителя столичных школ серьезно обеспокоены, насколько электронные сигареты стали популярными среди подростков. Электронные сигареты стали очень легко доступны детям. Я думаю, что они продаются во всех магазинах, во всех ларьках. Они, не спрашивая возраст детей, продают эти электронные сигареты. Со стороны администрации мы проводим каждый месяц рейды. Если сказать возраст, то электронные сигареты у нас начинают уже с 5 класса. Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации призывают оградить школьников от пагубной привычки. Учителя обратились к нам в Республиканский центр укрепления здоровья, что есть такая огромная проблема. Подростки, к сожалению, вовлекаются в табачную эпидемию, особенно используют электронные сигареты. Электронные сигареты, к сожалению, в последние годы стали доступными. Во-первых, они продаются не только в каких-то отдельных специализированных магазинах, а вообще везде. То есть можно зайти во Фрунзе, в Глобус, и везде есть вот эти вот выставки, где написано электронные сигареты, электронная доставка никотина. И для начала рекомендуют запретить продажу табачной продукции в радиусе не менее 100 метров от школы. Помните, здоровье наших детей – ответственность каждого взрослого.